Как работает реальная экономика? На ТНВ по понедельникам в 22:10. Основная тема форума – устойчивая энергетика для меняющегося мира. И участникам есть что обсудить. Потому как мир энергетики меняется парадоксальным образом. С одной стороны, падает энергоемкость экономики за счет внедрения современных технологий. С другой стороны, эксперты фиксируют рост отрасли как таковой. Через 20 лет человечеству понадобится на 30% больше энергии, чем сейчас. При всех переменах неизменным остается главное. Всем, в том числе и России, нужны современные высокотехнологичные проекты. И участие в них иностранных партнеров доказывает тот факт, что российский ТЭК является конкурентоспособным, инвестиционно привлекательным для стратегических капиталовложений. А иначе и быть не может, ведь по всем прогнозам нефть и особенно газ будут самыми востребованными ресурсами на ближайшие 20 лет. Газовая эра уже наступила, делал оценки министр энергетики России Александр Новак на панельной дискуссии, в которой приняла участие делегация из Татарстана. Россия сейчас явный лидер на глобальном газовом рынке. Мы и добывать умеем, и с надежными средствами доставки сырья у нас все в порядке. А вот что касается переработки ресурсов внутри страны, той же нефти и газа, здесь мы пока отстаем. Между тем, нефтехимия сейчас один из самых динамично растущих секторов экономики. Татарстан сделал ставку на это направление и не прогадал. О последних достижениях здесь рассказал на одной из сессий форума президент республики Рустам Минниханов. Рустам Нургалиевич, в частности, отметил, что лет 15-20 назад Татарстан можно было смело отнести к нефтяным регионам. Сегодня мы, очевидно, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая республика. Судите сами, из 35 миллионов добываемой в Татарстане нефти, 16 миллионов, то есть почти половину, мы уже перерабатываем внутри региона. Но этот показатель в самое ближайшее время будет превзойден. В республике совсем скоро будут запущены еще 2 завода. Один мощностью 6 миллионов тонн и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков компании «Таиф-НК» мощностью 3 миллиона 700 тысяч тонн в год. У нас, как вам всем известно, работают 2 крупные группы. Группа компании «Татнефть», группа компании «Таиф». За вот это время, с 1999 года, инвестиции на новые проекты, на углубление, на переработку составили 1 триллион 300 миллиардов рублей. Последние 5 лет, вот если взять, это 710 миллиардов рублей. Это говорит о том, что точка роста нашей республики – это нефтехимический комплекс. Нижнекамск вообще может стать зоной роста нефтехимии не только в масштабах республики Татарстан, но и всей России. Уже сейчас компания «Нижнекамск нефтехим» реализует порядка 2,5 миллионов тонн товарной продукции в год. И по целому ряду направлений, в частности по синтетическим каучукам и пластикам, является одним из лидеров в стране. Но в планах еще больше уйти в отрыв от конкурентов после строительства нового олефинового комплекса в Нижнекамске. К решению задачи уже приступили совместно с зарубежными партнерами и даже заручились финансовой поддержкой консорциума немецких банков, который выдал Нижнекамск нефтехиму долгосрочный кредит на сумму 807 миллионов евро. Одновременно нефтехимики договорились с немецким концерном Siemens о реализации совместного проекта по строительству новой электростанции под ключ мощностью 495 мегаватт. Соглашение подписали в декабре прошлого года в штаб-квартире Siemens в Мюнхене. Эффект от реализации проекта сулит всем огромные выгоды. Нижнекамск нефтехим получит самое надежное и современное энергооборудование от Siemens, полностью закроет вопрос с обеспечением энергии всех своих действующих и вновь вводимых производств. Ну и кроме того, решит ряд экологических проблем. Особенностью электростанции является возможность работы на синтетическом газе, побочном продукте нефтехимического производства, что приведет не только к значительной экономии затрат заказчика, но и снижению вредных выбросов. Во-первых, применяется в данном случае самое современное оборудование, то есть парогенераторная установка, и топливом для данной установки будут являться наши продукты переработки попутных нефтяных газов, и это значительно снизит воздействие на окружающую среду.
Уважаемые коллеги, прошу подписать соглашение. Соглашение, подписанное же на форуме Российской энергетической недели в Москве, означает, что Нижнекамск нефтехим получает долгосрочный кредит на строительство электростанции в сумме 240 миллионов евро от немецких банков на выгодных, можно сказать, льготных условиях. Сроком на 15 лет под гарантией кредитного агентства «Гермес» с одобрения Комитета Бундестага Германии. Это более чем достаточно, чтобы покрыть все сроки строительства объекта и срок окупаемости в ходе эксплуатации. Мы ценим надежность компаний «Таиф» и «Нижнекамск нефтехим» и профессионализм их руководства. На этой же площадке было подписано еще одно историческое соглашение между компаниями «Таиф» и «Сименс». Я хочу поздравить нашу компанию «Таиф» и наших партнеров с таким знаменательным событием. Это самые современные машины, и там расход топлива самый минимальный. Это первое. Второе – это надежность, то, что рядом с комбинатом. И третье – это возможность использования тех газов, которые появляются в процессе работы, то есть это опять-таки отходы. Не успели еще чернила высохнуть на судьбоносных для Татарстана документах, а мы уже в кулуарах форума вместе с российскими экспертами можем поговорить об их значении. В этом и особенность энергетической недели. Для короткого разговора можно ангажировать и министра, и крупного бизнесмена. То, что «Таиф» не только пережил трудные 90-е годы, но и вышел на лидирующие позиции в отрасли, отражает те экономические условия, которые созданы в Татарстане в полном соответствии, естественно, законодательству Российской Федерации, но используя все возможности, которые дает местное законодательство. Нам нужны технологии разработки, переработки, глубина переработки, которая на предприятиях Татарстана достаточно высокая, образцовая. И, тот же «Таиф» образцов может быть, и достаточно высокотехнологичные способы добычи, как у Татнефти, они позволяют говорить о том, что Россия не просто, как говорится, осваивает ресурсы, она еще готова осваивать новейшие технологии. Безусловно, Татарстан обладает очень мощной такой базой и очень важной инвестиционной привлекательностью. Безусловно, вот то, что президент Татарстана и компании активно привлекают инвесторов, инвесторы знают и хотят активно вкладываться в регион. Но самое интересное, интригующее происходит в этих переговорных, обычно скрытых от глаз журналистов и рядовых посетителей. И только для съемочной группы 7 дней руководители «Сименс» и «Таиф» сделали исключение из правила. Живое общение больших компаний и стратегических партнеров, из которого мы узнали, что глава немецкого концерна Джо Кейзер был впечатлен татарской кухней, а совсем недавно прочел книгу об истории татарского народа. Руководитель группы компании «Таиф» Альберт Шагабуддинов очень доволен, как складывается сотрудничество, и рад, что его друг и партнер Джо с ним на одной волне. Что касается проекта в Нижнекамске, все идет в соответствии с графиком. Все по плану, все по графику и чуть-чуть с резервом. Мы считаем, что группа компаний «Таиф» является очень надежным партнером, надежной компанией с очень сильным руководством. На самом деле «Сименс» всегда за комбинацию нефтехимического производства и производства электроэнергии. В современном мире мы видим, что партнерство и локализация являются очень важными. Именно по этой причине мы с господином Шагабуддиновым договорились о расширении нашего партнерства, в том числе по вопросам применения цифровых технологий в энергетике. И мы на самом деле благодарны и горды, что мы работаем с такой компанией и с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества. То, что на сегодня есть, то, что с помощью Сименса мы сделали, хорошо. Но, к сожалению, жизнь с каждым днем более ускоряется и быстрее идет. И уже сегодня мы видим, завтра этого будет недостаточно. Вот вся тема разговоров, которые прозвучали в переговорах с Сименсом, мы об этом, так сказать, обговорили. И надо работать. Это будет означать, что
О ценах на нефть разговоры на полях форума велись постоянно. Даже пленарная часть стартовала с некоторым опозданием по причине задержки Владимира Путина. Президент России провел важные переговоры с генеральным секретарем ОПЕК, которые слегка затянулись. В ожидании главного доклада участники делились прогнозами. Позже Владимир Путин расставил все точки над «и». Для России цена нефти на уровне 65, 70, 75 долларов за баррель вполне комфортна. Главное, чтобы сам рынок был сбалансированным, отметил Путин. Мы сейчас о чем с вами говорим? О нефти, газе или о шпионаже? Что вопрос у вас в чем заключается? Отошли чуть-чуть. Да. Модератор сессии, американский телеведущий Райан Челкоут по традиции старался вывести профессиональный разговор о мировой энергетике и на другие острые политические темы. Оттого ряд знаковых заявлений, в частности о деле Скрипалей, от президента Путина прозвучали. Но в целом получилась содержательная беседа и плодотворная российская энергетическая неделя. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, Дина Газалиева, Александр Ярошов и Павел Тюкавкин. 7 дней.